А между тем, в эти дни в республике проходит 10-й юбилейный фестиваль «Желанный берег». Как известно, премия театрального фестиваля вручается один раз в 2 года в Международный день театра. Какие постановки участвуют в фестивале и сколько номинаций предусмотрено в этом конкурсе, об этом нам расскажет Ксения Еремеева, актриса Русского драмтеатра, отличник культуры Республики Саха-Якутия, и Аяла Мосов, артист Саха-театра, заслуженный артист нашей республики. Доброе утро, Ксения, доброе утро, Аял. Доброе утро. Итак, в эти дни проходит театральный фестиваль. Скажите, сколько спектаклей вообще представлено на фестивале и по каким номинациям они идут? «Желанный берег», 10-й юбилейный фестиваль, он проходит с 2001 года, в таком виде, какая она сейчас есть, она в 2003 года, да? И 11 номинациям. Лучшие театры, спектакли, которые были поставлены в период 2 лет по положению нашего фестиваля. Вот. Участвуют все 11 театров нашей республики. В этом году в первый раз участвует театр эстрады. Вчера жюри оценивало спектакль «Кристопель», театр эстрады. Так что в этом юбилейном театральном фестивале в нашем полку прибыло. А что за постановка у них, у театра эстрады? Что они Ну, представляют? «Кристопель». Про Христофора Максимова, постановки Сергея Потапова. Там в номинации «Лучший спектакль». Вот, Я еще знаю, что среди вот этих номинаций будет вручена и награда в номинации признание зрителей, победителя которой определяют сами зрители. Да? Вот расскажите вот об этом, расскажите о голосовании, как вот можно это все сделать. Сия к нам пришла с инициативой с такой, да, что выбрать путем голосования в интернете, выбрать именно вот народный такой приз. И нам очень понравилась эта идея. И вот сейчас вот проходит это голосование, и каждый зритель, каждый житель нашей республики чувствует себя соучастником к этому большому театральному действию «Желанный берег». Поэтому... Я знаю, что можно проголосовать до 25 числа, да? Где это можно сделать, на каком сайте, на каком ресурсе? По республике гуляют всякие вот эти вот призывы проголосовать, как всегда у нас, да, по WhatsApp. И сия. Вот. То есть нужно зайти вначале на СИА, и там всю информацию можно найти. «Желанный берег». И я вчера, кстати, туда зашла и обнаружила, что на сегодняшний день лидирующую позицию пока держит Русский драмтеатр с постановкой «Очень черные». Какая прелесть. Около 7 тысяч лайков. Это супер. Надо же. Ксения, вы заняты в этом спектакле? Да, к счастью, я играю в этом спектакле. Это одна из моих любимейших, наверное, работ на сегодняшний день и одна из самых таких сложных, наверное. Кого вы играете? Роль Женьки. Так и называется, роль Женьки. Здорово. А чем отличается этот фестиваль от предыдущих, кроме того, что вот ввели вот эту номинацию признания народа зрителей? Вот, как я и сказал, что в этом юбилейном фестивале участвуют все театры нашей республики, включая театр эстрады, который в первый раз задействован в нашем фестивале. И на каждом фестивале у нас есть почетные гости. В этом году у нас почетный гость — это очень известный журналист, критик Александр Минкин. Вот. Он на самом деле, история этого спектакля «Желанный берег», да, «Беги, пес, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова, он, как бы в начале своей пути, когда он уже только вышел этот спектакль на просторы вот этого вот мирового театрального океана, да, пространства. Вот Александр Минкин очень поддержал вот этот наш спектакль, поэтому он является для нас таким человеком, что почетный гость. И работает такая режиссерская группа сценарная в лице Ксении и там еще многих-многих-многих. И для зрителей готовятся сюрпризы, да. Ну да, мы немножечко так, какие-то новые, да, вот такие у нас произошли вот идеи, какие-то появились, и сама церемония закрытия будет мало того, что торжественная, мы надеемся, что она еще будет очень такой живой, очень такой вот вдохновленной, какой-то вот... Вручение премии — это на самом деле как бывает. Там выходит ведущий, там список номинантов, вот лауреат, как и Оскар, поздравления. да? Немножко скучно, да? В этом году чуть-чуть творчества такого, чуть-чуть таких вот каких-то хулиганства даже, может быть, какого-то решили. Вот, да? А кто может прийти вот на вручение? Все вот номинанты, да?
А простые вот Все зрители? коллективы, ну, то есть Ну, не только на са- актеры. Да, на самом деле все по пригласительным, так Мгм. что Это случится 27 числа в следующую среду. Где? в Саха-театре Международный день театра 27 Да, марта. Да, наш Да. праздник профессиональный. Все театры, лучшие театры соберутся. Лучший из лучших. Да, Этот с фестиваль Мирного проходит. будут, с Нерюнгри, с Нюрбы, все наши театры участвуют. Ну, это в здорово, что вся республика будет охвачена. Ну, этот фестиваль, как мы уже говорили, юбилейный, 10-й, и более того, что он проходит в год театра, да. А я скажите, пожалуйста, вот вы как председатель Союза театральных деятелей, да, вот для вас как начинается этот год театра? Год театра, ну, конечно, очень насыщенный год, театральный марафон, да, начался. Были на старте театрального марафона во Владивостоке. Этот марафон должен вот от Владивостока до Калининграда В весь, течение всего да, года, в течение всего года. Поэтому, ну, начинается очень насыщенно. И, конечно, работа, да, во-первых, работа. Есть очень яркие события, должны произойти в театральном пространстве нашей республики в этом году. Так что ждем очень много вот этого года театра. Именно. Ксения, ну вот символ театрального марафона был вручен Русскому театру, да. Да. Вы, в свою очередь, кому его передали? Мы ездили в город Читу и передавали этот символ замечательному театру Забайкальский театр драмы. Вот такой очень интересная такая статуэтка в виде веера. И в то же время это напоминает, значит, древнегреческий амфитеатр. Помимо этого еще там гербы всех субъектов Российской Федерации изображены на этом вот веере и какие-то там античные маски. Какие Интересно. постановки Русский театр возил в Читу? «Капитанская дочка», «Два берега одной победы», «Голодранцы-аристократы», ну, такие хиты нашего, да, репертуара нашего театра. Ну и читинские ребятишки тоже были рады, мы играли сказку по утрам, бременские музыканты. Как приняли ребята там, забайкальцы, жители Забайкалья? Очень тепло, очень теплый прием, но особенным стал спектакль для читинского зрителя, ну, наверное, так же, как и для нашего, для якутского, это, конечно же, спектакль «Два берега одной победы». Это вообще большая честь и актерская удача быть вот частью вот всего того, что мы создали вместе с Андреем Савичем Борисовым. Сейчас вы знаете, где находится символ театрального марафона? Вот после Читы, вот куда вот все это дальше подвинулось? Ну, там очень насыщенная программа. Ага. Да, Там так практически, быстро да, всё лихо, всё что- лихо, так что очень трудно отследить. Ну, то есть пока в Сибири, да? наверное. По-моему, где-то Да, в Новосибирске, да. где-то вот в том. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Увидимся с вами 27 марта.